17 февраля. Вот напротив площади Гедиминоса Гранд Отель Вильнюс. Здравствуйте. Руки холодные, откуда вы с севера такого? Можете. Здравствуйте. Здравствуйте. Ага. Ну, я езжу на рецепцию. В общем, идем регистрироваться, наверное. Да, там регистрация или что? Здравствуйте. А где регистрация-то? Ладно. Будем потом регистрироваться. Немножко посниму. Расширению, интеграции. И вопрос там в 2022 году будет принято Украина в Евросоюз или не будет? Минут через 5 я там к своей жене обернулся и спросил, а что он точно говорит? Потому что на этот вопрос надо отвечать 5 минут. Вопрос просто требует односложного ответа. Понимаешь, что, как бы, что есть, да, конечно, я слышу правила, все. Война идет, алло, война идет. Вот войну не выигрывают по правилам, по концепции. Мы должны иметь война так не выигрывается. Поэтому, как бы вот, надо исходить из каких-то реалий. А реалия такова, что Украина получит свое место и в Европе, и вот как в каком-то НАТО, какая-то НАТО будет новое слово, скорее всего, что другое. Не потому что это принято по просьбе, а потому что ее попросили зайти. Вот это, то есть в этом мире взять надо будет, как говорится, свое, что полагается. Я считаю, что Украина она сейчас в том положении, и даже как риторика Зеленского последнюю неделю показывает, что баланс сил поменяется. А можно вопрос насчет... Подождите, Виталий Стоялов, Виталий, да. простите. А вы... Можно у тебя слетел ваш... Простите, что? Меня здесь не было, я здесь только с обеда. Так что ваши слова правда целый день, это очень странно. У вас экс-классики. Хотим просто сфотографировать. Я понимаю, но люди стоят полчаса, ждут задать вопрос по делу, а не сфотографировать. Я для своего канала Зуртан Халтаров, какие-то бурята, хотел бы вас поздравить с формированием вот этой платформы в ПАСе 15 человек. Но, как вы знаете, есть деятель чеченского национального движения Джамбулат Сулейманов, который продвигал отдельную платформу для порабощенных народов. Ага. Я не отвечаю за действия пресс-секретаря. Нет, вы сможете поддержать создание платформы отдельной для порабощенных народов? Вот не надо задавать вопросы, на которые знаешь, что нет ответа. Я играю по тем правилам, которые нам продиктовал Евросоюз. Кого они выбрали, там 5 человек из так называемых коренных народов, мы с ними работаем, кстати, в очень хороших отношениях, но мы не диктуем им свои правила. Все, большое спасибо. Так, хорошо. Здравствуйте, Денис. Часто вышла делегация там. Здравствуйте, Денис. Да, последний раз в прямом эфире общались на вашем YouTube-канале. Обязательно подписка и лайк, дорогие друзья. Я поставлю в описании к видео ссылку на канал Дениса, но канал Дениса там в раз 10 больше, чем мой, поэтому он не нуждается в такой рекламе, однако все равно выходят интересные видео. Вот мы с тобой пересекаемся регулярно на разных мероприятиях, это уже стало такой доброй традицией записывать небольшое видео. И вот поделись твоими впечатлениями, уже второй день, фактически форум свободной России заканчивается. Сегодня я узнал из уст бывшего министра обороны Резникова о том, что вроде бы как это мероприятие было разовым. Ну, то есть форум организовался, что один раз как будто бы, а уже 14 таких форумов прошло. На скольких форумах ты поучаствовал и как вот этот последний форум? Твое мнение? Во-первых, большое спасибо
Зултан, вам и вашим зрителям и подписчикам вашего канала, для меня всегда большая радость и честь сказать вам то, что я думаю. Я участвовал на нескольких форумах «Свободной России» в качестве просто гостя мероприятия. И я был бы рад, если бы слова министра обороны, которые вы сейчас приводите близко к тексту, они были бы правдой. Я был бы очень рад, если бы это заседание форума «Свободной России» было бы последним. Разовым и последним. Потому что, с моей частной точки зрения, это позор. Это абсолютный позор. Это стыд. Это пораженчество. Это некий такой, знаете, мазохистский экзибиционизм. Это предъявление всего миру своего абсолютного политического и идеологического ничтожества. На 5-м году войны присутствующие здесь сытые люди в дорогих костюмах и в начищенной обуви разводят руками, говорят о том, что надежд мало, говорят о том, что существует 3 пути краха путинской диктатуры. Каждый из этих 3 путей абсолютно банален и не факт, что он реализуется. И только что закончилась, за моей спиной, закончилась панель под названием «Отравленные войной». Когда говорили о молодом поколении, о поколении, которое придет на смену сегодняшнему политическому активизму, но, к сожалению, вели эту панель под названием «Отравленные войной» люди, к которым можно применить другой эпитет. Это люди, откормленные войной. Эти люди, которые на протяжении, условно, 5 лет войны постоянно увеличивают свой медийный и политический потенциал, говоря под разными соусами, с разными формулировками, одни и те же, набившие оскомину банальности. Никого из этих людей не знали бы и не слышали ни внутри России, ни в Европе, если бы не было развязано кровавой войны, которую режим при их посредничестве, окрепший при их посредничестве, отравивший, растливший свои несколько поколений в России, если бы этот режим не развязал войну, к которой они причастны. Люди, имеющие отношение к организации этого форума, привлекающие на него деньги, заинтересованы только в своем политическом пребывании на каких-то вершинах там, медийных олимпов. Больше ничего. Личная популярность, личное финансирование, возможность каким-то образом постоянно находиться в экране телекамер. Я очень разочарован происходящим. Я не вижу никаких даже намеков на то, что можно было бы назвать руководством к действию. Я не вижу тенденции к объединению. Я не вижу ничего, что могло бы в полном смысле слова называться антипутинским сопротивлением. Все, что здесь сейчас происходит, это дезорганизация сопротивления, это бесполезное исчерпание единственного ресурса, который у нас есть. Этот ресурс называется время. Время сейчас работает против нас, время работает на укрепление путинской диктатуры. И, к сожалению, чем больше мы его тратим на подобные говорильни, тем меньше этого времени и меньше наших душевных и физических сил остается на реальную борьбу. Очень емко ответили. А вот по поводу первого дня, там же ведь пригласили представителей РДК, значит, произошла передача дрона представителям РДК со стороны, там, значит, так скажем, волонтеров, которые помогают Украине. Вот как вам вроде бы какое-то изменение произошло, я так понимаю, потому что я первый раз на форуме «Свободной России», до этого ну, как бы, и не приглашали, и не ездил на это мероприятие, но вот действительно я подтверждаю слова Дениса о том, что очень много слов. То есть вот на сегодняшней сессии, по крайней мере, очень много слов, самолюбование, это действительно присутствует. Однако вот мне понравилась вчерашняя сессия, где там были представители РДК, и они ну, четко проговорили о том, что с террористическим государством нужно бороться, в том числе террористическим методом. И я все жду от
русской нации, так скажем, пробуждение такого народовольничества, так скажем, да. И я вот решил задать этот вопрос на вчерашней сессии, я обязательно этот кусочек вставлю. Я говорю, ну, а, друзья мои, ну, когда вот у русских же, так скажем, у граждан России, там, живущих в России, давнишняя вот эта традиция народовольничества. То есть неспроста же эти революционеры из 19 века пришли к тому, что нужно, значит, терроризировать царский режим, вплоть до царя они убили. И поэтому вот я вопрос этот задал и столкнулся с таким, не то чтобы непониманием, но как-то вот блекло ответили. Я подумал, что действительно, может быть, на очень такую больную мозоль наступил, потому что это хорошо, конечно, что там откормленных, жирных, значит, таких пухленьких, так скажем, оппозиционеров русских из Европы неплохо было бы и на ноль периодически отправлять, да, в качестве, ну, такой гуманитарной помощи для... Не отправлять на ноль, они должны сами туда стремиться, если они говорят, что они борцы. Да, ну, на ВСУ, но понятно, что нужно открывать второй фронт, Внутри России. внутри. И сейчас вторым фронтом внутри России являются, значит, герои, так скажем, которых я называю, но они работают на разведке, либо на СБУ, либо на ГУРы, выполняют задания. То есть это как бы агенты, часто это с определенного рода опытом и так далее. А народовольничество — это же индивидуальный террор. Это для всех этих спецслужб путинских это страшная заноза будет, потому что, во-первых, это невычисляемо, во-вторых, это всегда больно, потому что люди будут бить в неожиданные цели, так скажем. Как вы считаете, что есть ли потенциал сейчас, вот уже на 4-й год войны, в том, что русский народ проснется, вот эта вот старая традиция народовольничества, цареубийства, значит, и индивидуального террора, значит, снова вернется в Петербург, в окрестности, в Москву, в другие крупные города русские? Зуртан, всему свое время. Время народовольцев прошло безвозвратно, потому что ушла эпоха, в которой такое движение, как народовольчество, было реализовано. Ну, неонародовольцы. Эпоха сменилась радикально. Технические средства и те компьютерные технологии, которыми владеет путинский режим сегодня, делает такое движение невозможным. Но нет ничего невозможного для людей, одержимых идеей борьбы. Народовольцы проводили время в подполье, народовольцы жертвовали свои личные средства, народовольцы вели очень аскетическую жизнь, постоянно находясь в личной опасности, и они были готовы пойти на смерть ради идеи, которую они считали святой. Ничего подобного от присутствующих здесь людей мы ждать не можем. Люди, организовывающие подобные форумы, озабочены в первую очередь с задачами своей личной безопасности и благополучия, в первую очередь финансово, в тех странах, в которых они находятся. Люди озабочены исключительно долгосрочными перспективами интеграции в Европу и Соединенные Штаты самих себя и своих детей, и ни при каких обстоятельствах они не готовы делать личные болезненные жертвы для того, чтобы идея освобождения России получила хоть какой-то шанс на реализацию. На сегодняшний момент ненасильственные методы себя полностью исчерпали, и, к сожалению, я не вижу ни малейших признаков того, что люди готовы переходить к насильственным методам ведения борьбы, прямо понимая, что это может коснуться и их личных, и привести их на скамью подсудимых, в колонию, к расстрельной стенке и так далее. Мы должны признать, что эффективность подмены идеи реального сопротивления сопротивлением гуманитарным полностью себя реализовала и полностью исчерпала потенциал российского общества к вооруженной борьбе. Большое спасибо, Денис, за емчайший ответ. Пока и до новых встреч. Здравствуй, Максим, приветствую. Спасибо. Последний раз я у тебя брал интервью на форуме свободных народов пост России в Вене, если я не ошибаюсь, там найду видео, обязательно выложу, сделаю ссылочку, вот здесь вот, где-то вот здесь вот будет ссылка на видео. Ну вот встречаемся теперь не часто, вот встретились на форуме свободной России, да, правильно название, вот
Оправдались ли твои ожидания? Да, это вот одно из лучших мероприятий среди нынешней российской политической оппозиции, где вещи называются своими именами, где не пустая демагогия, что надо как-то вот абстрактно прекратить войну, чтобы само по себе все рассосалось, и заботиться только вот о том, чтобы все стало только лучше. Здесь вещи называют своими именами. Россия страна-террорист, страна-агрессор, только военное поражение России может что-то изменить. И вот в той или иной форме на дискуссиях, которые на панелях, которые здесь сейчас на форуме происходят, все это звучит. Это, я считаю, конечно, очень важно. Когда бурятское национальное движение Ингерман и Свободная Ингрия откроет второй фронт? Ну вот, если речь идет о том, что нужно вести вооруженное сопротивление, да, я считаю, что это тоже один из важнейших методов борьбы с путинским режимом, да, за развал этой проклятой империи, за обретение независимости всеми регионами, колониями, по сути, да, Москвы и Кремля. Да, вооруженное сопротивление тоже очень важно. Когда откроем? К сожалению, не хватает понимания на Западе, который мог бы очень помочь, в том числе и с оружием, с обучением. Где-то все вот эти вот добровольцы должны были бы собираться тренироваться, остается только Украина, и в Украине действуют, да, как минимум, две силы РДК, да, и Легион Свободы России. Да, и Легион Свободы России, но нужно больше помощи, больше понимания, конечно же, в странах пресловутого НАТО. Вот я вчера, по-моему, ты не присутствовал на вот этой встрече с РДК. И я там в конце вот задал вопрос, ну, всем, кто в зале находился, не только тем, кто участвовал в панели. Я задал вопрос, ну, значит, у русских революционеров богатая традиция. Значит, были такие народовольцы, которые, значит, пытались до этого каким-то, значит, эволюционным путем, там, хождение в народ и все прочее, значит, попытались, значит, поднять народ какими-то словами и так далее. И вот когда это не получилось, они перешли к тактике индивидуального террора. Я вот задал вопрос, что не стоит ли, значит, открывать именно, снова возбудить, возродить вот эту доктрину революционеров, значит, и вот, чтобы под какие-то определенные, значит, удары поставить не только военных, вот сейчас генералов активно ликвидируют, значит, один молодой народоволец 16 лет из-за забаненного рокбокса выследил и убил абсолютно рандомного чиновника, значит, Роскомнадзора, ну, который тоже, как оказался, непростой сошкой какой-то достаточно высокого уровня. И вот как ты считаешь, что вот как Петербург, Ингрия, как вот это, как его, матка русской революции, так скажем, как там у вас бурление происходит, вот как раз брожение? Сегодня годовщина покушения Халтурина. Вот был такой народоволец, террорист, это не мой сути, родственник, на Александра не мой Михалтарова. однофамилец. Халтурин, да, устроил взрыв в Зимнем дворце. Пострадали десятки солдат, которые там несли охрану, простонародные, как раз царь-то не пострадал. Но, в общем, дело в том, что... Ну, царя-то потом Каляев-то добил. Ну, бомбу там, да, бросили. Это другая немножко история, причем одного из лучших царей. Вот так вот, сам по себе индивидуальный террор все-таки не пригодился. Империя рухнула не потому, что убивали царских сановников, губернаторов, охотились за монархом, рухнула... В общем, надо бороться с империей, конечно же. Ну вот почему сейчас? И это, спасибо, вот вопрос поднял здесь, на форуме Игоря Яковенко. Даже боятся обсуждать вопрос о физическом устроении Путина, что, конечно, многое могло бы изменить. Вот не хотят, боятся, хотя, ну, напрашивается, конечно. Вот в том числе и такой вот конкретного человека, которого, да, надо было бы устранить, потому что вот, ну, это исчадие ада. От него все зло. Это он принимает решение об уничтожении Украины. Почему даже боятся говорить об этом? Ну, давайте дождемся вот суда над ним. Вот. Ну, а пока, конечно, ну, пусть украинцы-то убивают. Вот что такого. Главное, чтобы до суда
дожил. Ну вот эта позиция, ну мне непонятна. Ну, то есть ты считаешь, что вариант с табакеркой, когда вот элиты будут там санкциями, там еще чем-то доведены до того, что они просто Путина спакуют и отправят в Гаагу, такой вариант Вариант маловероятен. маловероятен. К сожалению, есть примеры диктаторов, То есть- которые доживали до глубокой старости, хотя за ними охотились. Вот Фидель Кастро. Сколько там планировал ну, покушений в ЦРУ, своей смертью помер. ничего не помогло, да. Ну вот Сталин, например, тоже умер. А Мадуро выкрали, например. Поэтому, да, борьба с диктаторами и призывы, в том числе, ко всем разумным людям, вот включиться в это во все, найти какой-то способ устранить военного преступника, не дожидаясь, пока тому удастся его все-таки схватить и отвезти в Гаагу, да, это тоже важно. Это на сегодняшний день, и спасибо вот Игорю Яковенко, что он здесь это озвучил, ну, как минимум, эта тема должна звучать, не надо бояться об этом говорить. Визуализация фактически. Ну, я понимаю там упреки, что это какая-то подразумевается кровожадность, как можно призывать Не, к смерти, к убийству, мы наш же канал, гуманисты. он, значит, для людей кровожадных, потому что мои подписчики знают, что я уже давно говорю, что если европейцы, там, значит, американцы, китайцы, неважно кто, обладающий нейтронным устройством, то есть нейтронной атомной бомбой, если они сами не готовы кинуть, пускай они дадут либо украинцам, либо бурятам, и мы на Кремль, на Москву, на Путина и на москвичей сбросим эту бомбу или несколько бомб. Так я бы остался все-таки в рамках Вообще, как говорится, устранения без... одного конкретно взятого. Ну так Владимира он, и Путина. он тоже, конкретно в бункере, он погибнет. Потому что не надо повторять опыт Халтурина. Вот, это Но сейчас Путину неправильный вариант. довольно сложно, то есть с технической точки зрения сложно подобраться, но можно. Вот Украина показывает, да, что если мы где-то разместим по ходу движения вот этих кортежей Путина, например, какой-нибудь, как вот из паутины, да, набор вот этих дронов на оптоволокне, Ну, то всё бы вполне пригодилось. возможно, что Жизнь его не могут отравить, он и обнулить Путина вообще проблем никаких не составит на самом деле. Другое дело, что, конечно, об этом мало говорят, и вот поэтому... Не хотят говорить, Не хотят. да. И, вот Не я, хотят. кстати, вот задал вопрос, а почему, говорю, вот вы, значит, будучи там потомками вот этих революционеров, которые делали там и 905 год, и 17 февраль, и октябрь, и так далее, вы почему вот сейчас не говорите об этом человеке, о 16-летнем, Еще раз значит, повторюсь, мальчике, вот который этот вот... индивидуальный террор народовольцев и вплоть вот все это Ну ты это в отрицаешь. основном до столыпинских реформ не пригодилось Не справиться пригодилось. с империей. Но Треснула империя еще Ленин Николая пошел II. другим путем. Империя Николая II треснула, когда проиграл русско-японскую войну, и реформы начались, и Дума появилась. А в 17 году, в феврале, просто восстали солдаты. Без человекоубийства царь был вынужден отречься от трона, и империя там стала разрушаться. Поэтому тут вот все-таки конкретно про Путина. Вот есть военный преступник, чудовище, и говорить о том, что в том числе, пока мы не можем его схватить и отвезти в суд, а физическое устранение, это нормально. В общем, для протокола Зуртан Халтаров призывает убить одного Путина. Значит, ну, в общем, сейчас форум заканчивается. Ты все полностью, все, что ты хотел, ты здесь услышал. Ну, в том числе личное общение с людьми, мнением которых я очень дорожу. Да, для кого-то, возможно, это радикалы, а для меня честные люди, которые не боятся называть вещи своими именами. Это вот Игорь Эйдман, Игорь Яковенко, Дима Зицер, Катя Марголис и другие. Да, очень хорошо, что здесь они имеют возможность донести свою позицию вот до тех россиян, которые не боятся называть вещи своими именами. Вот я, кстати, никого из перечисленных тобой не слушал. Ну ладно, наверное, запись есть в интернете, так что я тоже ссылку поставлю на прямые эфиры. Я думаю, они не премодерируются, ну, то есть, как вот есть, так и есть. Ну, ладно, Максим, большое спасибо. Значит, будем взаимодействовать. Спасибо. Бурятия будет свободной. Наша организация, общественно-политическое движение «Бурят, Верена, Свободная Ингрия», надеюсь, будем Ингрия, работать на общее благо, на уничтожение империи, на убийство Путина, одного Путина, а не только москвичей.
Ну и на создание наших, на деколонизацию, на создание суверенных независимых государств. Большое спасибо, всем пока и до новых встреч.